У православных начался Великий пост, самый долгий и строгий в плане ограничений из всех многодневных постов. Верующие в течение 40 дней воздерживаются от мяса, молока, яиц и рыбы. Великий пост установлен в честь памяти о 40-дневном пребывании Иисуса Христа в пустыне. Несмотря на все искушения, он много молился и отказывал себе в еде. Как православные коми встретили духовную весну, в репортаже Елены Кононовой. Христианские кончины живота нашего безболезненные, непостыдные, мирные, доброго, ответно-страшные, судище Христове просим. Божественная литургия накануне Великого Поста в храме часовни новомучеников и исповедников землекоми просиявших, что в поселке Ляли. Этот день здесь прошел особенно празднично. На Богоявленский храм, который в поселке восстанавливает всем миром, ставят купол колокольни. Уже сделана так называемая юбка, начата облицовка шашечной кровли, параллельно делают крест. Перед зимой закрыты были окна от снега. И как с весной мы уже сюда этот купол привезем вместе со шпилем, крестом, и все это будет на месте здесь собрано и поднято краном. Такие планы у нас на ближайшее время. Эти работы здесь ждали давно, поэтому Великий пост в храме начинают при поднятом настроении и с верой в будущее, а это особенно важно во время строгих ограничений поста. Пост – это весна духовная, то что мы уже готовимся, себя приводим в чувство, стараемся уже настраиваться на духовный лад, оставить всю внешнюю всю суету и с Божьей помощью, чтобы потом пройти это поприще Великого Поста и встретить светлое Христово воскресенье. 7 недель православным предстоит жить только на растительной пище, без мясного и молочного. Больше времени уделять молитвам, душе и внутреннему совершенствованию. Ведь главная цель воздержания от скоромной пищи – духовное очищение. Недаром последний день перед Великим Постом, прощенное воскресенье, все верующие просят прощения у всех, чтобы в Четыредесятницу вступить уже с чистой совестью. Во время поста нельзя унывать, злиться, раздражаться, ругаться, сплетничать, таить обиды и зависть. Свои силы надо направить только на благие дела, заниматься благотворительностью, заботиться о близких, протягивать руку помощи тем, кто в этом нуждается. Тогда и светлый праздник Пасхи будет особенно радостным. Елена Кононова, Владимир Кривцон, телеканал Юрган.